Глубокое изучение сотворенного мира не может не привести исследователя к осознанию существования его Создателя. С ростом научных достижений возрастает и доказательная база о божественной природе мироздания. В конце XX века буквально произвела фурор научная работа профессора Наджипа Валитова, доказавшая «Бог существует». Валитов Наджип Хатмулович с 1987 года профессор кафедры общей химической технологии и аналитической химии Башкирского государственного университета, химик с мировым именем. Исследователь занимался исключительно прикладной наукой и был далек от богословия. Им написаны более 129 научных трудов по нефтехимии, химии, катализу, биохимии, физике, астрономии. 2 научные программы перестройки технологии нефти в Башкортостане и России. Он автор 23 патентов и авторских свидетельств. Но все изменилось, когда профессор опубликовал монографию «Вакуумные колебания при химическом возбуждении атомов, молекул и хаотичность силовых линий электромагнитного и гравитационного полей». В ней Валитов обосновал теоретически и подтвердил экспериментально, что с помощью силовых линий электромагнитного и гравитационного полей информация распространяется в пространстве гораздо быстрее скорости света, практически мгновенно, независимо от расстояния между телами. Вот что пишет дочь профессора Лилия Валитова. «Мой отец был выдающийся ученый. Он попробовал создать свою теорию единого поля, ту самую теорию, которую не смог завершить Альберт Эйнштейн. Время покажет, прав ли он. Но в результате своих поисков он нашел доказательства бесконечной скорости в формулах и в своей теории. Скорость во времена Эйнштейна считалась конечной, то есть скорость не могла превышать скорость света. Мой отец утверждал, что скорость может быть бесконечной. Существует также бесконечное ускорение и мгновенное взаимодействие объектов Вселенной друг с другом за счет противоположных зарядов, взаимодействие которых и приводит к бесконечной скорости. Мой отец утверждал, что бесконечной является не любая скорость, а только скорость, взаимодействующая между объектами и частицами друг с другом. Это открытие опровергло существовавший ранее тезис о том, что скорость распространения информации не может быть выше скорости света, которая, как известно, не превышает 300 тысяч километров в секунду. На нем основывали свое отрицание Бога те, кто стоял на позиции атеизма. Они утверждали, что не может быть всеслышащего и всезнающего Бога, так как его знание о процессах во Вселенной якобы будет ограничено скоростью передачи информации. Валитов своим исследованием разрушил этот миф и доказал, что во Вселенной существует некая единая высшая сила, которой подчинено все. Научная работа башкирского профессора буквально произвела фурор и сегодня находится в 45 научных библиотеках 12 стран мира, в том числе 7 ведущих университетов США, 2 ведущих университетов Англии, 2 ведущих университетов Франции, Токийском университете и других. На его труды посыпались отклики от религиозных и государственных деятелей. Свою благодарность Валитову за доказательство истин Корана прислал король Саудовской Аравии Фахд. Пришло благодарственное письмо от Ватикана, от Папы Римского и других. Профессор перечитал Коран, Библию и Тору и удивился, насколько точно в текстах Писаний обозначена суть его научного открытия. Он говорил: в священных книгах основных мировых религий написано, что Бог всевидящий и всеслышащий. Прежде некоторые ученые-атеисты часто критиковали именно это определение. Их логика была на первый взгляд железной. Поскольку скорость света имеет предел, то Господь Бог, если Он есть, не может мгновенно услышать и увидеть содеянное человеком. Однако оказалось, что мысль каждого из нас материальна. Атомы в молекулах, из которых состоят нейроны мозга, совершают поступательные, колебательные и вращательные движения, и процесс мышления обязательно сопровождается испусканиями, поглощением силовых линий электромагнитного и гравитационного полей. Этот процесс можно мгновенно засечь из любой точки Вселенной. На вопрос «Значит, Бог знает каждую нашу мысль?» Наджип Хатмулович отвечает: «Да, есть сила, которой подчинено все. Мы можем называть ее Господом, Аллахом, мировым разумом. Суть не меняется, и взаимодействие в мире мгновенно, где бы ни находились объекты. Я пришел к выводу, что Библия, Коран и Тора среди немалого количества разночтений имеют множество совершенно одинаковых постулатов, и их фундаментальные истины укладываются в мои расчеты.
И значит, в этих формулах нет ничего нового, только подтверждение тому, что дано человечеству свыше тысячелетия назад. Профессор Валитов, чей дед совершил хадж в Мекку, считал себя верующим человеком. «Сначала я доказал бытие Бога формулами, а потом открыл его в своем сердце», – поделился он своим духовным опытом. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, оставить комментарий и нажать на колокольчик.